Избирательный участок 617 расположен на территории третьей школы города Назрани. Здесь зарегистрировано более 1500 потенциальных избирателей. Свою работу УИК начал с 8 утра, как и все участки нашей страны. Прозрачный ящик, установленный посередине зала, активно пополняется. Только за 2 часа с момента открытия избирательного участка уже проголосовало около 100 избирателей города Назрани. И это при том, что пятница – официальный рабочий день. Свой выбор в первый день голосования делает и Магомед Башир Богатырев. На участок пришел с 6-летним сыном Исламом. Считает важным с юных лет подавать пример активной гражданской позиции. Несмотря на возраст, Ислам все нормы выборного процесса соблюдает и дожидается отца за пределами кабинки. Тайну голосования не нарушают. Я хожу на выборы, потому что для меня это важное событие. Я как гражданин этой страны, великой страны Российской Федерации, использую ту возможность, которую мне дает Конституция Российской Федерации, и выражаю свое право выбора президента этой страны. На участке 617 установлены 5 кабинок, одна из которых для людей с ограниченными возможностями здоровья. В составе комиссии УИКа 13 человек. Уже с 8 часов у нас был 8 часов и 2 минуты 9. Был первый избиратель уже. Только участок открылся. Люди идут, делают свой выбор. Я надеюсь, что этот выбор будет достойным, и мы выберем нового главу государства. На УИКе соблюдены все меры эпидемиологической безопасности. Для избирателей предусмотрены индивидуальные ручки, у входа маски и санитайзеры для рук. Работает медицинский кабинет. За правопорядком следят сотрудники полиции. Проверяют содержимое проносимых сумок, установлены металлодетекторы и видеонаблюдение. Нарушения и агитационные действия тем временем фиксируют 2 общественных наблюдателя. На момент на участке 617 никаких нарушений не выявлено. Все идет в штатном режиме. Люди активно приходят, принимают участие. Член участковой избирательной комиссии Лейла Куштова встречает избирателей согласно своему списку по фамилиям. Делится, что число граждан с активной жизненной позицией радует. Из-за наплыва избирателей с утра пока еще не успела поставить галочку в своем бюллетене. Работаю в этой же школе, поэтому прикрепила себя к этому участку. Буду голосовать сегодня и отдам свой голос за будущее страны. В бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов указаны в алфавитном порядке. Также в нем присутствуют краткие сведения о кандидатах в президенты. Свой выбор избиратели делают уверенно. Практически на всех выборах принимаю участие. Как вы думаете, очень важно посещать выборы? Да, конечно, все избиратели должны прийти и отдать свой голос. Чего вы ждете от своего выбора? Как улучшение и стабильности в регионе, во всей стране. Всего в выборах президента России участвуют 4 кандидата. Депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин. Думаю, что это был каждого. Мы пришли, отдали свой голос. Как-никак за нами и слово. Также на базе третьей школы избирателей принимает еще один участок – 721. Здесь зарегистрировано более 1600 избирателей. Первый день выборов проходит волнительно, людей много, все радостные, для всех это важная дата, многие голосуют впервые, в том числе и я. На участке много внимания уделили подготовке, создали все необходимые условия, чтобы не было никаких эксцессов. Активное участие в определении будущего страны принимают и сами члены избирательной комиссии. Их 10 человек. С утра мы, девочки, все проголосовали, отдали свой голос, так как мы считаем, что выборы президента России – это долг каждого гражданина. И каждый гражданин должен, естественно, его выполнить. Вот мы с утра пришли с девочками и проголосовали первым же делом. Сейчас ждем наших избирателей. А для избирателей, которым здоровье и возраст не позволяют прийти на участок, предусмотрено голосование на дому. Члены комиссии совместно с наблюдателями, переносной урной и бюллетенями будут посещать желающих проголосовать во второй половине дня. Пока у нас только одно устное заявление на голосование на дому.
во второй половине дня люди уже выйдут, и избиратель сможет проголосовать и на дому. Избирательные участки будут работать до 20:00 все 3 дня голосования. Такой формат горожане считают очень удобным. А для тех, кто не успел сегодня, впереди 2 выходных, чтобы выбрать лидера необъятной, могущественной и великой России. Диана Дударова, Магомед Дарсигов, Магаз 24.